Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Алтынасыр ввел для своих абонентов бесплатную услугу Ораза. В Туркменистане встретили праздник Новруз. 1,82% избирателей досрочно проголосовали на выборах в парламент Туркменистана и другие новости. Оператор сотовой связи Алтынасыр ввел в Туркменистане бесплатную услугу Ораза, с помощью которой абоненты могут получать рассылку ежедневного расписания поста. Воспользоваться услугой можно, набрав специальные команды на телефоне. В Туркменистане с размахом отпраздновали Международный день Новруз. Этот праздник включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Главные торжества развернулись на традиционной площадке Новруз-Яйласы в Атрапе Акбугдай-Ахалского вилаята. Досрочное голосование по выборам депутатов в Меджлис Туркменистана идет с 16 марта. По состоянию на 21 марта участие в голосовании приняли 1,82% общего числа зарегистрированных избирателей по Туркменистану. Досрочное голосование проводится ежедневно с 8 до 18:00. Оно завершится 25 марта. Выборы в Меджлис Туркменистана назначены на 26 марта. Также в этот день будут избираться члены народных советов областей, регионов, городов и местного самоуправления. Представители научного и образовательного секторов Туркменистана в марте побывали с рабочим визитом в Испании. В ходе поездки туркменская делегация встретилась с представителями испанской научной и образовательной сферы в Центре изучения рукописей арабского языка в городе Гранада. Это образовательное учреждение является одним из главных центров Испании, где хранятся рукописные памятники, редкие книги и архивные материалы, относящиеся к истории, литературе, культуре Востока и Запада, в том числе туркменского народа. В Туркменистане появится научно-производственный центр коневодства. Соответствующее постановление подписал президент Сердар Бердымухамедов. Документ предписывает Государственному объединению Туркмен-Атлары в установленном порядке учредить научно-производственный центр коневодства, а также разработать и в установленном порядке утвердить его устав. В феврале этого года президентским указом была учреждена Международная академия коневодства имени Аба Анаева, которая передана в ведение Государственного объединения Туркмен-Атлары. В Безминском Атрапе города Ашхабада в торжественной обстановке сдан в эксплуатацию новый четырехэтажный жилой дом улучшенной планировки на 32 квартиры. На торжестве присутствовали представители столичной администрации, общественных организаций, творческие деятели, старейшины и жители Безминского Атрапа. Прилегающая территория новостройки также полностью благоустроена. Установлены детские игровые и спортивные площадки, предусмотрены зеленые зоны, есть парковочные места для автомобилей. В США приглашаются на работу любители животных на должность обнимателей медвежат. Среди требований к кандидатам – любовь к животным, а также степень бакалавра в биологии, экологии или в смежных специальностях. Несмотря на название, работа связана, скорее всего, с контролем за соблюдением законов штата об охоте и рыболовстве, исследованием ареала проживания диких животных и ведением просветительской деятельности. Также будет необходимо залезать в медвежьи берлоги и вообще работать в довольно сложных и напряженных условиях. Завершился двухдневный государственный визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Россию. В ходе визита в Российскую Федерацию глава КНР встретился с президентом России Владимиром Путиным, с которым он обсудил важнейшие вопросы российско-китайского стратегического сотрудничества, а также партнерства в торгово-экономической сфере. Одной из главных обсуждаемых тем стали вопросы сотрудничества в области энергетики, в первую очередь поставок газа из России в Китай. По итогам встречи глав двух государств было подписано 14 документов о сотрудничестве. Президент России пригласил китайских спортсменов принять участие в играх будущего, которые пройдут в следующем году в Казани. Сегодня в 19:00 по ашхабадскому времени сборная Туркменистана по футболу проведет товарищеский матч против команды Малайзии. Встреча состоится на стадионе имени Султана Ибрагима в штате Джохор. Накануне подопечные Эмиргена Оразова провели предматчевую тренировку в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Ожиданиями от предстоящей встречи поделился полузащитник сборной Туркменистана Руслан Мингазов. Он отметил, что несмотря на то, что матч носит товарищеский характер, конечно, все игроки думают о результате. Мы понимаем, что Малайзия сильный соперник, у них уже сыгранный костяк команды, который играет постоянно на этом стадионе. Для нас этот матч – возможность проверить свои силы и сделать правильные выводы после игры. Мы не говорим о результате, но самоотдача должна быть как на официальных матчах, отметил полузащитник гонконгского Китчи в эксклюзивном интервью корреспонденту Туркменпортал. 31-летний нападающий Мурат Якшиев на правах свободного агента перешел из ашхабадского Алтынасыра в киргизский Нефтчи.
Новый клуб Якшиева базируется в городе Кочкор-Ата Джалалабадской области и проводит свои домашние матчи на стадионе Курманбек. Отметим, что контракт Якшиева с Нефчи рассчитан на 1 сезон. В команде он будет выступать под 11 номером. В Ашхабаде состоялась жеребьевка Кубка Туркменистана по футболу. В турнире примут участие 8 команд высшей лиги страны: Алтынасыр, Ахал, Ашхабад, Шагадам, Небичи, Мерв, Энергетик и Капидаг. Матчи 1/4 финала пройдут 18 и 29 апреля. Напомним, действующими обладателем Кубка Туркменистана является Ахал. Подопечные Эмиргена Оразова в финальном матче одержали победу над командой Шагадам со счетом 5-0. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.